Руководитель Росстата Павел Малков заявил, что с 2021 года в потребительскую корзину россиян могут быть включены товары и услуги, ставшие актуальными за время пандемии. Речь идет о ряде средств для дезинфекции, а также услугах хостелов. Спрос на последние увеличивается в связи с развитием внутреннего туризма. Также глава Росстата отметил, что пандемия выявила потребность россиян в цифровых сервисах. Кажется, актуальность таких услуг дальше будет только возрастать, поэтому в следующем году Росстат планирует начать наблюдение за стоимостью подписок на тематические цифровые пакеты телеканалов и медиасервисов, отметил Малков. Законопроект о выплатах пособий родителям школьников до 14 лет предложили депутаты Госдумы. Речь идет о тех учениках, кто оказался из-за болезни на вынужденных каникулах. Сейчас закон предусматривает выплаты родителям на ребенка в возрасте до 7 лет. Родители детей постарше такой помощи лишены, поясняет один из авторов инициативы. В случае введения внеплановых каникул во время карантина из-за сложной эпидемиологической ситуации родители школьников до 14 лет пособий не получают и вынуждены сами решать проблему ухода за детьми и обеспечения их безопасности в период каникул, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Родителям школьников до 14 лет часто не удается договориться и с работодателем о предоставлении внепланового отпуска без содержания, так как он предоставляется только родителям-одиночкам или при наличии в семье 2 и более детей. Новый законопроект в случае его принятия позволит платить пособие по временной нетрудоспособности родителям детей, которые попали на каникулы из-за пандемии. Комиссия Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам предложила давать малоимущим россиянам субсидии на аренду жилья. Такой законопроект направлен зампредседателю Совета Федерации Галине Кареловой с предложением внести его в Госдуму. Субсидии предполагается предоставлять россиянам, имеющим право на жилищную поддержку. На реализацию программы потребуется порядка 400 миллиардов рублей из федерального и региональных бюджетов. При этом выплачивать такие субсидии планируется лишь в случае, если расходы на аренду квартиры превышают предельно допустимую долю семейного бюджета. Отмечается, что реализация инициативы позволит решить проблему обеспечения социальным жильем нуждающихся россиян, в частности инвалидов, ветеранов, малоимущие семьи, в которых площадь жилья на каждого человека меньше социальной нормы. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов из-за пандемии коронавируса предложил внести изменения в налоговый кодекс. Омбудсмен обратился по этому поводу к главе Кабинета министров Михаилу Мишустину. Борис Титов предложил председателю правительства ограничить в 2020 и 2021 годах размер имущественных налогов, которые рассчитываются исходя из кадастровой стоимости коммерческих объектов недвижимости. В большинстве субъектов России прошла или идет государственная кадастровая оценка объектов недвижимости в целях налогообложения. По мнению Титова, в ней не учитывается, что в 2020 году из-за пандемии сократилась доходность недвижимости. Кроме падения доходов, собственники недвижимости также вынуждены несут дополнительные расходы на обеспечение санитарно-эпидемиологического режима. В этих условиях для многих из них необходимость уплаты имущественных налогов, исходя из кадастровой стоимости, может привести к банкротству, считает Титов. Почти 2 миллиона 200 тысяч представителей малого и среднего бизнеса за время пандемии коронавируса в России получили субсидии на выплаты зарплат сотрудников в расчете 12 130 рублей на человека, заявил глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Указанные субсидии позволили предприятиям и организациям в разных сферах выдержать самый тяжелый период, сохранить занятость и свою деятельность, добавил сенатор и обратился к Михаилу Мишустину рассмотреть вопрос о повторном применении механизма поддержки предприятий в виде субсидий на каждого работника в размере 12 130 рублей на период октября-ноября 2020 года. Кроме того, в качестве альтернативного варианта предлагается рассмотреть возможность субсидирования работодателей по аналогичной схеме при принятии на работу наименее защищенных категорий. Это многодетные или одинокие родители, молодые семьи, студенты, лица предпенсионного возраста и безработные граждане.